финишировать Максима. Но он выстоял этот град из ударов и даже плотно контратаковал правым ударом, и Бусурманкулу пришлось отступить. Первый раунд был достаточно равным, а вот второй раунд уже прошел под диктовку Бусурманкула. Он хорошо попадал и даже пробил красивый удар ногой с разворота. А к концу раунда опять отправил Дивнича в нокдаун. Третий раунд также начался с хороших разменов и стойки, и к моменту, когда Дивнич уже был измотан, Бусурманкул провел отличный тейкдаун и полностью закрепил свое положение, показав, кто в рейдже хозяин, и закончил раунд в доминирующем положении. Итог: один из крутейших боев 2018 года и победа Бусурманкула единогласным решением судей. Серебро нашего рейтинга достается крайнему поединку Бусурманкула по прозвищу Аллай против Андрея Лежнева из Украины на турнире М1 Challenge 104 30 августа 2019 года в Оренбурге. Сразу становится заметно, что противник Бусурманкула превосходит его в физической мощи. А с первых минут боя становится ясно, что соперник не собирается так легко уступать победу и начинает работать первым номером. Бусурманкул начинает поединок очень нервно и размашисто отвечает, побаиваясь выпадов Лежнева. Сказывается почти годичный простой в выступлениях. Пока Бусурманкул только пропускает и пытается закрываться от ударов, практически не атакуя, первый раунд заканчивается. Во втором раунде Бусурманкул уже более активен, он начинает вкладываться и несколько раз плотно попадает. Но на очередном размашистом скачке и сам пропускает, но развить атаку силу Лежнева уже не хватает. Раунд заканчивается достаточно равно. Тем становится понятно, что Бусурманкулу надо идти ва-банк, иначе он просто проиграет по очкам. И Бусурманкул собирается с силами и начинает просто уничтожать Лежнева ударами без остановки. Один из них проходит, и Андрей падает. И пропускает еще десятки ударов, на него сыпется просто град. Как он выстоял, мне до сих пор непонятно. Так и заканчивается этот раунд. Итог: победа Бусурманкула раздельным решением и возможность претендовать на титульный поединок в этой весовой категории, ведь все чемпионы уже повержены. Настало время объявить первое место нашего топа, и я уверен, все вы помните этот поединок. Это реванш Абдибейтулу Бусурманкула и Диего Давеллы на турнире М1 Challenge 86 24 ноября 2017 года. С первых минут Давелла начинает давить и работает первым номером. Бусурманкул очень сконцентрирован и хорошо двигается, все удары в молоко. Диего клинчует и переводит Бусурманкула на настил, но Бусурманкулу удается подняться и разорвать дистанцию. Давелла как танк идет только вперед, пытаясь достать подбородок Бусурманкула размашистыми ударами с обеих рук, но все мимо. Бой немного успокаивается, Давелла уже вымахался и задышал, удары уже не такие быстрые, как в начале раунда. И в очередном размене Бусурманкул достает Диего правым ударом, тот плывет, пропускает еще два удара и падает. А дальше уже дело техники, мощнейший ground and pound выключает Давеллу, и судья останавливает поединок, зал ликует. Все точки расставлены, это начало правления Аллая в полулегкой весовой категории. Я уверен, фанаты ММА оценят лайком этот выпуск, ведь так же, как и я, с нетерпением ждут возвращения Бусурманкула.